Цветы создают уют и делают интерьер помещений живым и привлекательным. Кроме того, растения обладают полезной функцией. Они улучшают состав воздуха и очищают атмосферу в помещениях, выделяя большое количество кислорода и поглощая вредные вещества. Тем самым оказывают положительное влияние на здоровье человека. Уход за цветами – интересное занятие для всех возрастов. Однако разведение комнатных растений – дело непростое. Поэтому здесь не обойтись без определенных знаний по правилам ухода за растениями. В помощь цветоводам в Доме молодежи и была организована выставка-продажа комнатных цветов. Так, Анастасия Иващенко выставила свою коллекцию фикусов. В ней насчитывается более 50 видов, за которыми она ухаживает на протяжении последних 5 лет. Начала с одного единственного фикуса, который мне достался череночком. Сейчас он превратился в такое достаточно уже окрепшее растение. И с этого пошло. Где-то я покупаю, приобретаю, эти черенки выписываю, потому что по России очень много женщин, то есть любителей данного растения, которые выращивают их, формируют. За оригинальные коллекции и терпеливое взращивание порой капризных растений некоторые цветоводы были удостоены благодарственных писем. Их вручила заместитель главы администрации по социальным вопросам Гузель Шамгулова. Кроме того, все неравнодушные были приглашены принять участие в выставке цветов в День города, который пройдет 26 августа. Занимаюсь фиалками более 4 лет. Очень люблю эти цветы за обильное их цветение, за разнообразие сортов. Есть махровые, полумахровые, гофрированные, простые. Фиалки очень пользуются спросом у любителей цветов. На выставке посетители смогли найти советы по уходу за растениями, как выбрать цветы, где их разместить, как правильно ухаживать и размножать их, а также выращивать красивые экземпляры, которые будут радовать глаз не только яркими цветками, но и пышной зеленью. Как показало мероприятие, такое общение для многих цветоводов оказалось весьма полезным, а потому в планах проводить выставки и в дальнейшем. Лена Кириллова, Александр Половнева, Олег Кадыров, Гулина Раскильдина, телекомпания СТВ.